Ливни и затяжные дожди затапливают улицы и поля, портят имущество. Волны жары бьют по нашему здоровью. С изменением климата в Латвию приходят инвазивные виды растений и животных и сокращаются местные. Специалисты в своих прогнозах безжалостны. Климатические перемены неотвратимы. Klimata modeļu analīze novērojumi rāda šo skaidro tendenci Latvijā, ka nokrišņu daudzums paliek aizvien lielāks, un arī šie ekstrēmie apstākļi, ekstrēmās lietusgāzes paliek arī aizvien stiprākas un biežākas. Līdz ar ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas vairs nav atsevišķi ekstrēmi gadījumi, bet tā jau ir tāda struktūrāla izmaiņa, kur mums visiem kopā ir jādomā par системиску risinājumu. К концу века уровень моря в пределах Латвии может повыситься на 50-70 сантиметров. Уже сейчас количество дождливых дней в нашей стране увеличилось на 5%, и к 2010 году их может стать еще больше, на четверть. Плюс весенние паводки, нагон воды в реке во время сильных бурь. Зона потенциального риска затопления расширяется. И это уже не только Рига, Елгова, Огра и другие города на берегу Балтийского моря, а также вдоль главных рек, но даже Алуксна и Цесис, которые находятся на Видземской возвышенности в 119 метрах над уровнем моря. Saskaņā arī ar šo nākotnes klimata scenārijiem plūdu risks būtiski palielināsies. Arī tāpēc, ka liela daļa tostarp arī pilsētu infrastruktūras vēsturiski ir būvēta pilnīgi citām caurlaidības spējām. Tad, ja tā caurlaidība nav pietiekama, tad tas arī palielinās šo risku. Un praktiski visas lielās Latvijas pilsētas ir pakļautas paaugstinātam riskam tieši lielā mērā saistībā ar šo инфраструктурas трūkumiem. Климатологи прогнозируют, что из-за теплых зим весенних паводков в будущем станет заметно меньше. Зато ливни века, один из которых Латвия переживала в июле 2024-го, будут повторяться чаще. Один из самых уязвимых городов – столица, в зоне риска исторический центр и промышленные районы, где плотная застройка летом способствует повышению температуры, а канализация, построенная век назад во время ливней, превращает отдельные улицы и места в Венецию. Но у чиновников есть предложение решать экопроблемы экологично, так сказать, клин клином, активно озеленять улицы и площади, создавать новые скверы и даже микролеса. Šis tiešām ir ilgtermiņā izmaksu ziņā efektīvs rīks. Zaļā infrastruktūra, jeb šie dabā balstītie risinājumi veicina bioloģisko daudzveidību, regulē mikroklimatu, uzsūc lietus ūdeni, mazina arī troksni un piesārņojumu. Kas ir, protams, arī svarīgi pilsētas kontekstā, tiešām uzlabo iedzīvotāju un pilsētas lietotāju fizisko un mentālo veselību, un, protams, arī piesaista CO2. Но климат не только бросает вызов, он меняет правила игры. К концу века Латвия может превратиться в цветущий сад с мягкими зимами и длинным летом. Главное вовремя адаптировать все наши города, чтобы не только бороться со стихией, но и пользоваться ее новыми возможностями. Андрей Хуторов, ЛСМ.